28 августа 2024 года Академия наук Якутии провела стратегическую сессию «Холод. Ресурс. Безопасность. Развитие». Сессия началась с 10 утра, предварительно разделившись на 3 группы: холодовые технологии и физика холода, природно-техногенная безопасность и энергетическая безопасность, сельскохозяйственная и продовольственная безопасность, экономическая безопасность, экологическая безопасность, биобезопасность, медицина и здравоохранение. Целью стратегической сессии стала разработка предложений, рекомендаций по использованию холода в качестве стратегического ресурса Республики Саха-Якутия, обеспечение безопасности по основным направлениям социально-экономического развития региона. Модератором сессии стал член-корреспондент РАН, член бюро комиссии Российской академии наук по техногенной безопасности Александр Большаков. После обеда сессия продолжила работу пленарным заседанием, которое прошло в Доме правительства номер 1. У нас состоится очень важное и нужное мероприятие. Наумов Андрей Витальевич, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Российской академии наук, руководитель Троицкого обособленного подразделения Физического института Российской академии наук имени Петра Николаевича Лебедева. На мой взгляд, стратегическая сессия, которая инициирована и проходит в эти дни здесь, в Якутске, она будет играть принципиальное значение. Она уже имеет принципиальное значение для развития науки и технологий не только в Якутии, но и во всей нашей стране. Действительно, идея о том, что холодовые технологии могут сыграть определяющую роль в развитии нашей страны, особенно северных территорий, это очень богатая идея. И я, конечно, смотрю на этот вопрос с точки зрения физика и понимаю, что практически в любой отрасли физики, в любом направлении, научном направлении внутри физики мы так или иначе сталкиваемся с технологиями холода. Сам я, например, работаю в области криогенных технологий. И, конечно же, все то, что приходится разрабатывать для северных территорий, так или иначе оказывается в лаборатории. И наоборот, то, что мы разрабатываем в лабораториях, в экспериментальных лабораториях или теоретически описываем, затем появляется в реальной жизни, в нашем быту. Здесь мы будем говорить о связности территории Российской Федерации, о транспорте. Конечно, вот вчера я выступал с популярной лекцией о проблемах климата и о новой ресурсосберегающей энергетике. И вот здесь опять мы имеем знаковую роль северных территорий нашей страны, потому что мы видим и проблемы, и потенциал для развития. Но если говорить о проблемах, то это, конечно, проблема глобального потепления, это отступление вечной мерзлоты, высвобождение газогидратов метана, то, что становится, в общем-то, знаковым явлением на планете. И мы, с одной стороны, должны уметь решать эти задачи, бороться с этими проблемами, а с другой стороны, получать от этого пользу. В частности, технологии закачки или, как говорят, утилизации парниковых газов. Здесь как раз-таки холодовые технологии могут сыграть принципиальную роль. И вот сегодняшняя стратегическая сессия, мне кажется, сыграет важную роль. Хотел бы представить наших ведущих экспертов, которые к нам приехали. Это академик Российской академии наук, главный научный сотрудник Федерального государственного научного учреждения Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр. Академик Стекольников. Заместитель директора Института космических исследований Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Александр Анатольевич Мутавинов. Руководитель Троицкого
обособленного подразделения Института физического института профессор Анатолий Михайлович Лепихин. Разрешите всех приветствовать в стенах Академии наук Республики Саха-Якутия. В этих стенах в течение 30 лет происходят различные совещания. Это будет иметь определенное значение в дальнейшем развитии и республики, и научном сопровождении, и научном сопровождении будет иметь свой, свой каркас. Мы сегодня сможем, наверное, по стратегической сессии выстроить проект этого каркаса. Вот этим. И идея проведения стратегической сессии, она вынашивалась давно, может быть, 2 года, где-то около 2 лет. И мы пришли к этому решению на общем собрании Российской Академии Наук, которое было весной, в начале лета. И, конечно, поэтому, кто сегодня приехал к нам, это наши друзья, это наши единомышленники, те, которые хотят развития России, те, кто хотят того, чтобы мы были в авангарде, именно в авангарде. Ну, а что, значит, сейчас происходит? Да? Происходит то, что, давайте немножко заглянем в историю, да? Что такое холод, что такое тепло, когда мы, если историю человечества смотрим, она развивалась все время как бы под флагом, под философией, под культурой огня. Это Древняя Греция, да, скажем. Что мы помним? Это даже Египет, может быть, это Римская империя, это все, если посмотрим, да, человек с древнейших времен, он получил в руки огонь и с огнем шел тепло. И дошел до того, что даже двигатель внутреннего сгорания, паровые котлы, да, потом электроэнергию использовал. Сейчас дошли до того, что атомную энергетику используем. Да? Атомную энергетику используем. И везде, и резервные все время должны быть. Это мы завязаны все на огне, на тепле. Да? А вот о холоде, как говорится, мы не очень. Когда надо кто-то там какую-то технологию создать, или когда дети мороженое хотят поесть, или там кондиционер включить, и очень много электроэнергии потребляется. И в результате, конечно, есть публикации, в которых говорится, что нету философии холода, нету культуры холода. Но она есть в России. Есть в России. Просто мы должны глубоко заглянуть и ее поднять. И сейчас Россия именно будет лидером в этих знаниях, в этих технологиях. Потому что холода на Земле больше всего аккумулировано в Российской Федерации. А из всех субъектов это в Якутии. Но идет потепление вроде, да? Потепление, мы должны вроде радоваться, да? Ну, многие радуются. В Якутии раньше морозы до 60 доходили, в Якутске. А сейчас нет, 50, редко 50 можно. И особенно, когда вот над горой, у нас тут сопки, на сопках там чуть теплее, а тут было что? Холоднее, как бы котлован. В Аймеконе так. А сейчас наоборот, в Якутске здесь теплее, чем там. Это значит город большой, техногенная вот эта ситуация. Человек, антропогенная ситуация, то есть человек производит много тепла. И, конечно, это влияние, наверное, во всем мире идет, потепление. Ну, этот фактор, я больше склонен, что это человек. Это фактор, который делает человек.
больше склонен, по своим наблюдениям я так считаю, но есть другие мнения, поэтому пусть будет больше мнений, но это не главное, а главное то, что вроде идет потепление, людям вроде лучше становится, вроде и строить лучше, сельское хозяйство развивать лучше вроде, да, но если посмотреть дальше на Арктику, то происходит там таяние льдов, там североморской путь больше освобождается, да, доступность, там недра, человек недра уже достал, где можно доступно, и недра у нас больше в арктической территории, за которой сейчас идет, как бы, можно сказать, центр тяжести смещается, бизнеса уже начинает в Арктику. И присутствие в Арктике, да, обязательно с природоподобными технологиями, именно с холодовыми технологиями, холод, используя холод как ресурс. Вот это будет. Вот это будет. И мы, находясь здесь в Республике Саха-Якутия, да, имея очень такие школы, да, сильнейшие школы по вот, институту металловедения, школа Мельникова. Ну, здравствуй. У нас об этом сегодня и на пленарном доложат, сегодня на стратегической сессии у нас об этом доложат наши исследователи. И мы находим понимание, да, понимание. Вот вчера мы встречались с нашими гостями в области физики и тоже друг друга понимаем, изучающие космос люди. Вот все-таки в космическом пространстве там хозяин холод. Там холод хозяин. Да? А у нас здесь холод как бы спаситель, можно сказать. Вот, и мы его должны как использовать сейчас ресурс, но он может объединяться. И возрождение холода, это я еще раз об этом повторюсь. И вот я завершу свое выступление и хочу всем пожелать успехов, да, и понять друг друга, и общую копилку, да, делать свой план. Спасибо. И в этой связи вот, я бы хотел, чтобы нам включили приветственное слово из Москвы, из Российской академии наук. Это председатель комиссии Российской академии наук по техногенной безопасности Николай Андреевич Махмутов, член-корреспондент Российской академии наук. Это человек, который всю жизнь занимается техногенной безопасностью. И наша стратегическая сессия проводится впервые в практике Академии наук Российской Федерации, Российской академии наук и Академии наук Республики Саха-Якутия. Постановка проблематики этой сессии имеет исключительно важное значение в настоящее время, в третьем десятилетии 21 века. Я с огромным чувством удовлетворения вспоминаю время 50 лет назад, когда после возвращения из длительной поездки в Соединенные Штаты Америки я впервые посетил Якутию и увидел огромную разницу между состоянием, природной средой, ресурсами, возможностями нашей страны и Соединенных Штатов. Сегодняшняя стратегическая сессия позволяет нам, с учетом новых задач, увидеть свои новые проблемы, новые постановки исследовательских работ, новые постановки государственного уровня в части стратегического планирования. И что предложение мое какое? Во-первых, нам надо наладить медико-экологический мониторинг. Здесь надо открывать лаборатории коллективного пользования по медико-экологическому мониторингу.
функционирования предприятий обрабатывающей промышленности. Второе. Ну, рыба, то есть в любом случае, да, мы говорим как строганина, а потом название уже как бы поменялось, да, они постоянно присутствуют, особенно зимой. При этом для того, чтобы сохранить эти продукты питания, да, значит, население в разных направлениях, по-разному. Еще раз приветствую вас на нашей, знаете, уважаемые коллеги, это очень широкий спектр вопросов, с учетом того, что мы стоим на пороге вот с 25-го года по 27-й год, это будет новый виток комплексных научных исследований, так называемых, именно эти темы, эти направления, по которым мы сегодня обсуждаем северо-восточной арктической части нашей России. Вот такая есть, значит, достаточно материалов. И вот сзади написать, поделиться, и это мы в конце соберем. Вот. Будем пожалуйста. Не смейся. Я хочу коснуться вот тех вопросов по нашей группе, которые, мне кажется, не включены в этот перечень здесь. Вода является основой жизни, всем известно. Вода и транспортное средство человека. К сожалению, холод существенно влияет на структуру воды, на свойства воды, на ее ресурсы и так далее. Это производственная реструктуризация, это развитие положительных видов северной экономики, которые это развитие базовых профилей России. То есть помимо алмазов у нас появились еще следующие ноги, это нефть. Экологическая безопасность, вот это основная. У нас сейчас находится в ТИКСе. И все. Необходимо создать мониторинг сейсмический, сеть и систему предупреждения цунами. Лучше предупредить, чем потом заниматься ликвидацией. И по пути мы видели огромное количество рыб на эхолоте. А искал литературу, и оказывается, там никто не исследовал. Объединение усилий федеральных, академий наук, разных институтов, в которых есть и необходимые суда, специалисты, исследовать потенциальный источник бюджета, скажем, для нашей страны. Задач холодовых технологий. Использование новых приборов, новой приборной базы в этой части, мне кажется, тоже важно. Второе направление после исследований я хотел бы отметить, это то, что связано с экологической безопасностью и с изменением экосистемы Земли, парниковых газов в атмосфере. И здесь у Якутии есть важное конкурентное преимущество в части исследования этих процессов. И в начале 2000-х года, начиная с 1999 года, в течение десятков лет работали именно по потокам нефти Анабар, где начинались эти разработки саму реку Анабар. Когда как мы работали по потокам, здесь работают все миры по этой. Поэтому начиная с этого Анабара и по
по второй группе, начинается второй группа, а в конце я выступлю по первой группе. Посовещались, очень плодотворное совещание было, очень много выступлений было. Нам, например, очень понравилось. И очень много вот такую толстую клипу мы набрали. И если считать, у меня где-то час времени. Поэтому мы обещаем всем тем, кто сегодня был, что мы все ваши замечания и предложения учтем, отредактируем и сделаем свою работу. Спасибо за внимание. Очень активное и эффективное плодотворное обсуждение было. Значит, к сожалению, вот в предлагаемом проекте здесь по нашей секции вообще, хотя секция называлась «Экологическая безопасность», биобезопасность, медицина, здравоохранение, на самом деле не об экологии, тем более о медицине, ни слова не было сказано. Видимо, организаторы малость перепутали. Но вот, уважаемые коллеги, навели порядок в рамках вопросов для обсуждения и в наших рекомендациях, которые можно пока условно, сами понимаете, для точных формулировок у нас пока времени не было, но примерно ситуация такая. На 3 группы. Первая – это задачи в рамках экологической безопасности. Вторая, переходная группа – задачи в области медико-экологической безопасности. И третья, собственно, в области уже медицинской безопасности. Но вот в рамках экологической безопасности пока такие рабочие формулировки следующие. Экологическая безопасность природных вод криолитозоны Якутии, включая бассейны арктических рек, в условиях техногенных воздействий и изменений климата. Вторая тема – разработка технологий сохранения и расширения биоразнообразия как основу устойчивости и продуктивности арктических и субарктических экосистем. Значит, переходное направление – это медико-экологическое. Пока рабочая основная формулировка следующая. Медико-экологический мониторинг на техногенно нарушенных территориях, включая нефтезагрязнения, районы природных радиационных аномалий, разработка рекомендаций и технологий по их профилактике и купированию последствий. Здесь же было предложение в рамках Центра превосходства организовать специализированную лабораторию при Академии наук как раз по медико-экологическому мониторингу в целом. Так, ну вот это то, что я успел сейчас вот так вот сформулировать. Теперь, значит, здесь же еще очень важная тема, которую поддержало большинство выступающих, и даже те, которые не выступили, но потом подходили, это направление, связанное с изучением механизмов адаптации человека и животных к действию холода. Я бы здесь еще добавил разработка технологий повышения устойчивости организмов животных и человека к действию холода. Такие работы, вы знаете, у нас в республике и вообще в мире проводятся, но они пока очень разрозненные. Их обязательно надо объединять, может быть, тоже создавать некую специализированную лабораторию при Академии наук в рамках Центра превосходства, потому что на самом деле вот все, что мы сегодня обсуждаем, начиная с устойчивости технических систем, зданий, сооружений, кончая экологией и прочее, прочее, но ведь вершина всего является человек. И мы должны разработать такие технологии, которые бы повысили устойчивость и жизнеспособность человека в условиях высоких широт на современном этапе. Значит, были предложения о том, Владимир Григорьевич предложил абсолютно правильно, что когда мы говорим о действии различных токсикантов на организм человека,
мы используем такой параметр, как ПДК. Значит, ПДК на самом деле, те, которые существуют в нашей стране, они разработаны прежде всего для региона Центральной России, средних широт, южных широт, и они, я не скажу, что совершенно неприменимы, но с очень большими поправками могут применяться в условиях высоких широт, в условиях действия холода на тот же организм человека. Поэтому совершенно необходимо для объективной оценки действия хотя бы основных, наиболее распространенных токсикантов на организм человека разработка региональных, своего рода практических ПДК. Значит, были также предложения, связанные уже с развитием, будем говорить так, холодовой медицины. То есть это медицина, которая связана с изучением, не только с изучением действия холода на организм человека, но и конкретно медицина лечения, во-первых, профилактики, опять же, и лечения тех же обморожений и так далее. Актуальность этих работ чрезвычайно повышается в условиях очень активной политики, государственной политики Российской Федерации по усилению, скажем так, освоения территории Севера. В связи с интенсификацией вахтовой деятельности, в связи с интенсификацией решения задач обороноспособности страны в Арктике, вы знаете, это чрезвычайно актуально, все вот эти вот аспекты и технологии, они также повышают свою актуальность. Вот примерно так. Значит, в самое ближайшее время мы попытаемся, я просил уважаемых коллег мне на электронную почту, на WhatsApp сбрасывать более точные формулировки своих предложений. Мы эти формулировки попытаемся довести до некого такого более удобоваримого вида, но вот в целом основные направления предложений я сейчас озвучу. Спасибо. Да, спасибо большое, Борис Алексеевич. Очень хорошие предложения и широкий круг вопросов затронули, и очень живой был разговор. И я бы вот выделил бы несколько таких моментов. Член-корреспондент Наумов. Низкие температуры — это очень актуально. И то, что вы сейчас находитесь именно в решении этих задач холодовых технологий, холода использования, это очень актуально. Кадры и воспитание кадров по холодовым технологиям, по физике холода, это очень важно. И олимпиадное движение тут очень кстати. Значит, профессор Лепихин акцентировал внимание, что жизнь — это главный критерий. Жизнь — это главный критерий, по которому мы должны проводить все наши расчеты и оценку безопасности. И здесь он предлагает риск-ориентированные подходы, развитие риск-ориентированных подходов для оценки рисков с последующим его нивелированием. Выступил представитель Якутскэнерго. Вот он предлагает, значит, использовать холод для газотурбинных установок, которые у нас есть в Якутии. И очень таким рациональным предложением он выступил, дал предложение, значит, и мы его обязательно включим. Значит, Железняк Михаил Николаевич, вот очень тоже серьезное предложение, это вот создание полигона, центра коллективного пользования и создание вот кадров, кафедр, акцентировал это внимание. Голиков Алексей Никентьевич, проректор Северо-Восточного федерального университета, акцентировал внимание, что сейчас в университете очень сильно развивается направление материаловедения арктического направления, и в этом плане он тоже
подчеркнул и внес определенные предложения. Значит, Лепов Валерий Валерьевич, Институт перспектив проблем Севера, акцентировал внимание по программе, что существовала в советское время программа «Техника Севера», его актуализировать, железнодорожный транспорт, создание полигона, ну и очень много предложений по материалам, материаловедению. Василий Моисеевич Ефимов, генеральный директор ЯКУТ НИИС, предложил включить в нашу резолюцию именно проектное решение при строительстве условий вечной мерзлоты с учетом тех особенностей наработок, которые у них имеются. Это тоже очень важно. Значит, представитель Института перспектив проблем Севера акцентировал внимание на выстроении приоритетных задач безопасности и энергетической безопасности. И Елена Юрьевна Шиц акцентировала внимание тоже на совместной деятельности с ведущими нашими российскими институтами. В целом, мы все собрали по этим высказываниям и отдельно другие высказывания наших коллег. Все это будем суммировать, и все это будет отражено в резолюции нашей, и в конечном итоге мы это перенесем, не мы, а Академия наук Республики Саха-Якутия. Это будет учитываться при реализации плана комплекса научных исследований с 25 года, начиная с 25 года. Так, у кого есть вопросы? Можно еще дополнить, да? Значит, к сожалению, почему-то в вопросы по нашей секции не было включено первое положение девиза нашей стратегической сессии. Это холод, это ресурс. Вот как сейчас я прослушал уважаемых коллег, Романа Романовича, Александра Михайловича, собственно говоря, вопросы холод как ресурс не прозвучали. Значит, поэтому позвольте мне сделать некоторые дополнения. Дело в том, что уже после окончания работы нашей секции ко мне подходило несколько человек, наши коллеги, и задавали вопросы. А почему мы не включаем в наше предложение вопросы по криохранилищу? Ну, формально они к нашей секции не относятся, но поскольку я и мои коллеги этим занимаемся, то, наверное, давайте мы тогда и от нашей секции тоже внесем это предложение. Что имеется в виду? Это имеется в виду развитие мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук. Ну, например, это криохранилище семян растений в толще вечной мерзлоты. Значит, многие коллеги, которые работают здесь в Якутске, знают, что это первые эксперименты были начаты еще в 1978 году. К настоящему времени семена, пролежавшие уже более 45 лет, это из коллекции ВИР, в том числе часть семян, которую еще собирал Николай Иванович Вавилов. Значит, за 45 лет они практически не потеряли все свои генетические свойства, посевные и физиологические. Проект несколько лет назад был выведен на уровень Совета Безопасности Российской Федерации, и конкретно Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Об этом проекте рассказывал экс-президент Российской академии наук Александр Михайлович Сергеев. Значит, в 2022 году этот проект вошел в один из указов президента России. Вот на прошлого года, в начале этого года, значит, этот проект сейчас выведен на уровень решения руководства правительства Российской Федерации. Мы надеемся, что в самое ближайшее время он получит свое развитие. В дополнение надо сказать, что уже в этом году на наш институт, на Институт мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, значит, вышел НИИ проблем хранения Росрезерва. Ну, там же молодые сотрудники, они же советского опыта хранения стратегических ресурсов продовольствия советских времен не знают, но благодаря нашим контактам, нашим работам мы их маленько просветили,
И мы надеемся, что в этом году уже будет начат новый эксперимент НИИ проблем хранения Росрезерва по разработке технологий длительного хранения продовольствия с учетом тех новых технологий, которые были разработаны, как я уже сказал, в Институте мировоззрения Сибирского отделения Российской академии наук. Но, наверное, тогда мы тоже это включим от нашей секции как предложение не просто в резолюцию, а в программу КНИ-3. Спасибо. Да, спасибо большое, Борис Моисеевич. Да, пожалуйста. Которых по 40, по 50 штук, вы их, конечно, не озвучите и не будем. Поэтому все-таки в резолюции ее нужно сесть и, наверное, нормально проработать для того, чтобы предложить, а не делать ее такой, какой она есть. А вот все предложения, которые есть наших коллег, Академии наук нужно дать еще хотя бы пару суток для того, чтобы прислать все предложения. А вот потом будет тот этап, который поставит или сделает иерархию, какие же направления должны быть первыми в КНИ, какие вторыми и третьими. Спасибо. Мне кажется, что мы упустили один важный момент. Источник холода. Что является источником холода? Это климат. Какой тренд сейчас и что ожидает нас через 10, 20, 30, 40 лет? Мы же говорим о стратегической сессии. То есть мы должны заглядывать далеко вперед. А это очень важно, потому что все в нашей жизни циклично, цикличный климат. Мы знаем, что вот за последние 800 тысяч лет 8 раз было потепление глобальное и похолодание. Что сейчас нас ждет? Вот на этот вопрос, в общем-то, существует очень много и моделей, и точек зрения, не совсем обоснованных, может быть, совсем обоснованные некоторые. Но в частности, вот в нашем институте существует одна модель о том, что климат подчиняется терморезонансу, то есть совпадению фаз различных факторов. А климат – это очень многофакторный процесс. Мы их разделили на 3 группы. Геопланетарные факторы, астропланетарные и космопланетарные. Геопланетарные – это те, что вот творится у нас на Земле. Это вулканизм, магматизм, это человек, мгновенная его деятельность и так далее. Астропланетарные факторы, тоже их много. Это все зависит от жизни Солнца. И космопланетарное – это влияние космических факторов. И когда мы соединили это все, оказалось, что все эти факторы по амплитуде, они не очень значительные. Но когда идет совпадение фаз, вот у нас тогда получается колоссальные климатические изменения. И вот последнее потепление климата было у нас на Земле 5000 лет назад. Это знаменитое полноценное потепление климата, когда вечная высота протаивала в некоторых районах до 150 метров сверху. Вот эти факторы, эти задачи должны быть отражены в стратегической сессии. Обязательно. Спасибо. 30 в Доме правительства номер 1 с пленарной частью, где будут выступать ведущие ученые. И приглашаю всех участников на пленарную часть секции. А сейчас разрешите закончить общим фотографированием.